Талибы взяли в осаду силы сопротивления, находящиеся в афганской провинции Панджшер. Талибан, запрещенная в России террористическая организация, заявил, что в неподконтрольный регион направлены сотни боевиков. Сообщение об осаде Панджшера появилось на странице официального представителя движения Забихулы Муджахида. Силы талибов заняли позиции недалеко от Панджшера со стороны регионов Бадахшан, Тахар и Андараб. Враг находится в осаде. Мы стремимся к мирному урегулированию и пытаемся решить вопрос путем переговоров. Тем временем ополченцы заявили, что взяли 3 района недалеко от Панджшерской долины. Там собрались остатки правительственных сил и других групп сил сопротивления. Какие именно районы находятся под их контролем, не сообщают. Ахмад Масуд, один из лидеров отрядов сопротивления, обосновавшийся в Панджшере, ищет международной поддержки. Он призывает помочь региону оружием, боеприпасами и снаряжением и заявляет о высоком боевом духе ополченцев. Я нахожусь в своем убежище, в своей цитадели в Панджшерской долине. Люди Панджшерской долины очень сплочены, и они хотят защищаться и сражаться и сопротивляться любому тоталитарному режиму против любой религии, которая хочет навязать людям свою идеологию. Люди здесь лишь небольшая часть населения Афганистана, а по географии Панджшер самая маленькая провинция во всем Афганистане. Но то, что мы отстаиваем прямо сейчас, это для всей страны, за суверенитет, за мир, за людей, за терпимость. Масуд также подтвердил информацию СМИ о прибытии в Панджшер афганских военных, примкнувших к силам сопротивления и не пожелавшим сдаться талибам. Панджшер – единственная в Афганистане провинция, над которой талибам не удалось установить контроль. Здесь и формируется антиталибская коалиция, состоящая в основном из этнических таджиков и узбеков. Панджшер со всех сторон окружен горами, и попасть сюда можно только через узкий проход из района Черикар в соседней провинции Парван. В 80-х советские войска так и не смогли выбить оттуда душманов. Сейчас в рядах ополчения около 10 тысяч бойцов, на вооружении тяжелая техника, БМП и бронированные хаммеры. Но без поддержки извне шансы одержать верх над талибами невелики. Ахмад Масуд отмечает, что он и его сторонники хотят закончить войну и стремятся к диалогу. Мы защищаем всю страну в одной провинции. Мы хотим, чтобы Талибан осознал, что единственный путь вперед – это переговоры. И мы не хотим, чтобы вновь разразилась война. Мы хотим, чтобы Талибан осознал, что ценности, о которых я говорю, важнее, чем любая военная победа. Ахмад Масуд, сын Ахмада Шаха Масуда, одного из главных лидеров антисоветского сопротивления Афганистана в 1980-х годах, готов пойти на компромисс. Он начал переговоры с представителями талибов о создании инклюзивного правительства, в состав которого должны войти выходцы из Панджшера. Власть, которую будут представлять исключительно талибы, его не устраивает. Если Талибан создаст новое правительство, в котором помимо талибов будут и другие правительства, которое позволит им жить и позволит другим жить в мире и согласии, я думаю, это будет некоторый прогресс. В Панджшере сейчас находится вице-премьер страны Амрула Салех, объявивший себя главой государства после бегства президента Ашрафа Гани. Согласно Конституции Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента, первый вице-президент становится временным президентом. В настоящее время я нахожусь в своей стране и являюсь законным временным президентом. Связываюсь со всеми лидерами, чтобы заручиться их поддержкой и согласием. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что лидеры Талибана пока сдерживают свои обещания. Пока мы видим, что те заявления, которые талибы делают и об окончании боевых действий, и об амнистии всех тех, кто вовлечен был в это противостояние, и о необходимости общенационального диалога для формирования таких коалиционных, инклюзивных органов власти, пока все это выдерживается. Вчера уже начаты были контакты с бывшим президентом Карзаем, с руководителем Совета национального согласия Абдуллой Абдуллой, и даже вот там на севере, в Панджшерском ущелье, где таджикские лидеры объявили, что продолжат противостоять талибам, даже вот первые сегодня сообщения были о том, что и с ними налажены контакты.
Лидеры стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности озабочены угрозами, исходящими из Афганистана. На прошедшей сегодня видеоконференции они договорились не допускать инфильтрации радикалов на территорию государств. Об этом заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России отметил, что инициатива провести внеочередной саммит принадлежала Владимиру Путину. Он также рассказал, что на встрече поднималась тема возможного дипломатического вмешательства в ситуацию в Афганистане. По словам Пескова, лидеры стран сошлись во мнении, что подобные шаги потенциально чреваты очередной гражданской войной в Афганистане и несут дополнительные опасности и угрозы. Пресс-секретарь подчеркнул, что Владимир Путин говорил о важности координации международных усилий по урегулированию ситуации в стране. Но, по словам генерального секретаря ОДКБ Станислава Засина, например, НАТО не проявляет готовности к сотрудничеству по этому вопросу. С тех пор, как Талибан захватил Кабул и сменилась власть, ситуация с безопасностью в столице очень хорошая. Но есть люди, которые все равно обеспокоены. Банки пока закрыты, и неясно положение тех гражданских лиц, которые работали с прежним правительством. Но из других городов постоянно появляются ролики, демонстрирующие жестокость талибов. Важный момент. Афганистан чрезвычайно богат полезными ископаемыми. Почти 1500 месторождений, включая нефть, газ, уголь, медь, железо, золото, серебро, драгоценные и полудрагоценные камни. Причем в Гаджигаке железная руда залегает очень близко к поверхности. Это позволяет отрабатывать ее открытым способом. И содержание полезного компонента в ней превышает 62%. Кроме того, огромные запасы лития стоимостью в $3 триллиона, а также церий, неодим, лантан, цинк и ртуть. Общая стоимость ископаемых до $10 триллионов. Ситуацию в Афганистане обсудили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган. Лидеры разделяют мнение, что любое новое правительство должно представлять интересы всего населения республики, а также защищать права женщин и меньшинств. Судить о Талибане собираются не по словам, а по действиям. Страны должны разделять нагрузку по оказанию помощи и размещению беженцев. Тем временем продолжается эвакуация иностранцев и афганцев из Кабула, которая стала кошмаром для США. И журналисты, и простые американцы оценивают действия Вашингтона как провал. И только Джо Байден, вопреки кадрам из афганской столицы, не считает происходящее чем-то из ряда вон выходящим. Правда, на некоторые вопросы прессы об Афганистане американскому лидеру ответить уже нечего. Эвакуация тысячи людей из Кабула была бы тяжелой и болезненной, вне зависимости от того, когда бы мы ее начали. Невозможно вывести такое количество людей, чтобы не было бы боли и душераздирающих кадров, которые мы видели по телевизору. Это факт. Последний опрос показал, что большинство американцев, простите, я просто цитирую результаты, не считают вас компетентным и эффективным, чтобы занимать вашу должность. Я не видел этот опрос. Он был на CBS этим утром. Байден уверяет, эвакуация идет хорошо. Афганцев, которые работали на НАТО, вывозят в третьи страны, где люди будут ждать получения визы. Между тем, американцы не исключают, что срок эвакуации придется продлить и после 31 августа. Дата должна была стать финальным днем. Как пишут британские СМИ, с такой просьбой к Вашингтону может обратиться Лондон. Там решили увеличить список эвакуированных, включив в него, например, афганских политиков. Правда, представители запрещенного в России Талибана уже заявили, продление эвакуации они не одобрят, будут последствия. Помощи в вывозе людей Британия может попросить и у Москвы. Россия уже заявляла, что готова оказать поддержку с эвакуацией другим странам. Талибан стал другим, не тот, который расстреливал, допустим, памятники буддизма, или который повесил на Джабулу, или который держал в плену несколько лет наших летчиков. Несмотря на требования России, в принципе, эти были гражданские летчики. Они даже в войне не участвовали, просто выполняли. Или это другой Талибан, или это просто люди, которые сейчас мимикрируют ситуацию, и им помогают средства массовой информации, аккуратно подают информацию, как они умеют это делать, и формируют такое мнение. Вот так, простой вопрос. И я хочу сказать, что, вообще-то говоря, официально это террористическая организация. И из заявлений, которые звучат, в том числе, я понимаю, что там посол говорит такие красивые слова, что все тут у нас здорово, но посол заложник. Попробуй там не сказать в Кабуле. Тебя поставят к стенке и расстреляют, если ты будешь себя неправильно вести. Это тоже надо понимать. Поэтому МИД четко говорит, это вообще террористическая организация. И мы из этого ее никуда не исключали. Поэтому надо руководствоваться этими официальными
позиции МИД, что это террористическая организация, как была, так и осталась. А теперь по существу. Вот я знаю, есть вторая идея, что вот американцы проиграли и так далее. Что это второй Сайгон. В Сайгоне их гнала вьетнамская и советская армия. И они ушли туда под ударами вьетнамских войск, которые там сформировали 3-миллионную армию, партизаны военных. И наши там летчики летали, и инструкторы были Советского Союза и так далее. А здесь кто их гнал? Это было принятое решение заранее, полгода назад, оно было объявлено. Еще, кстати, 2 года назад было объявлено. А дальше просто произошел процесс быстрого выхода. У меня простой вопрос. А кто в результате событий, которые произошли в Кабуле, кто в результате этих событий выиграл, а кто проиграл? Кто войска подтягивает к границе с Узбекистаном и Афганистаном, с Таджикистаном и Афганистаном? Кто? Не Россия ли? Не ОДКБ? То есть, соответственно, войска, а раз войска, значит, они будут и воевать. А раз воевать, значит, мы будем терять солдат. То есть, кто проиграл этим решением в результате? Вот так вот. Вот вчера американцы приняли решение, а сегодня в результате этого решения мы подтягиваем войска и понимаем, что нам придется воевать. Ну, иначе бы не подтягивали войска. Вопрос. Это решение связано с этим нашей реакцией? То есть мы прекрасно понимаем, что талибы есть враждебная сила. А почему мы понимаем? Ну, во-первых, террористы, и мы никуда не отменяем это решение. Во-вторых, их идеология мусульманский халифат, не афганский халифат. То есть они не афганцы, они мусульмане. А у нас, соответственно, они пойдут куда? В Америку они не пойдут, там не добраться. Это старая английская технология канонерок. Мы с канонеркой вас обстреляем, начнется у вас гражданская война и буча, и вы там друг друга перережете, а мы на острове спрячемся. То же самое американцы. Ну, потеряли они от талибов в свое время 3000 вот в этих Блажных Близнецах. Ну, в принципе, так сказать, это, ну, извините меня, конечно, людей жалко, но это не так много, сколько потеряем мы в случае войны. Понимаете? Поэтому проблема создана для нас. И эта проблема есть прямое следствие решения Байдена под названием как бы вывод войск, но при этом вывод такой, что передать им самое современное оружие. У них вон они на вертолетах уже, этих самых Апачах, или как они там, вот эти американские вертолеты уже под Кандагаром летают. У них вооружение лучше, чем у узбекской и таджикской армии вместе взятых. Танки, артиллерийские системы, ракеты, вертолеты. А вчера это были партизаны. Сегодня это самая вооруженная армия в Средней Азии с точки зрения качества оружия, да и количества на 100 тысяч. Поэтому мы с вами привыкли уже, как работает пропаганда. Пропаганда искажает информацию, искажает правду. То, что талибы, конечно, сейчас демонстрируют, ну, американцы, вернее, которые за ними стоят. Вы не забывайте, что переходное правительство вообще назначено из американского гражданина. Так, на секундочку. Вот это, которое с Карзаем. Соответственно, и талибы это правительство признают. Соответственно, это американский проект. И это проект, естественно, антироссийский. Под предлогом, что надо отнимать, так сказать, среднеазиатские и мусульманские территории Российской Федерации. Татарстан, Башкортостан, Чечню и так далее. Кадыров это прекрасно понимает, об этом сказал. А пропаганда, конечно, это все заматывает, искажает о том, что это террористы, это решение нашего МИДа. Старается умолчать и проводит совершенно другую хитрую идеологическую линию. Это мы понимаем, как они работают. Это работа высокого качества, профессиональная работа, подмена смыслов и успокоения. Да и талибы этой работе подыгрывают. Говорят всякие красивые слова, что мы тут, так сказать, не будем расстреливать, не будем рушить памятники. Говорят же такие красивые слова. Говорят, что мы никому вокруг Афганистана не угрожаем. Но специалисты прекрасно понимают, что угрожают и в силу их идеологии. Вот как то, что Гитлер напал на Советский Союз, это было заложено в «Майн кампф». И все, кто читал эту книжку Гитлера, знали, что он нападет на Советский Союз за много лет. А в идеологии Талибана есть создание на территории Советского Союза и Российской Федерации другого государства, идеологического, на принципах жесткого ваххабизма. И это для американцев это второй проект. Первый проект это был Сирия. И сирийский проект их провалился по одной причине. Они там стали жесткую, помните, головы резали под камеры?
Это миру не понравилось. Голливудские эти вот как бы съемки, когда выстраивают сотни человек и вырезают им головы. Миру это не понравилось. Соответственно, у американцев идеология процесса там не пошла по созданию оттуда государства. А это их второй проект. Такое же абсолютно террористическое государство, только уже в качестве второго проекта, которое они готовят уже с учетом ошибок Сирии, где они проиграли. Вот где они проиграли, это они проиграли в Сирии. Хотя до сих пор там свои войска оставили. А третий их проект на подходе, знаете какой? Ирак. А иракский проект – это как раз то самое террористическое государство, запрещенное ИГИЛ. Только тут как бы Талибан, а там тот самый ИГИЛ, который находится в подполье и в партизанах в Ираке. И американцы сказали, вот в следующем году мы такой же схемой будем выводить войска из Ирака. И, соответственно, заканчивают это кольцо террористического окружения Российской Федерации. Вот такая простая схема. И главная их технология базируется на идеологии. Да, у них сейчас самая современная армия у талибов. Но главная их технология – это идеология. А суть этой идеологии очень простая. Поднять тех мигрантов, которые находятся в России, гастарбайтеров из Таджикистана, Узбекистана, на войну против России за счет идеологического фактора. Потому что остановить поток мигрантов, гастарбайтеров мы не можем. Собянин об этом четко сказал. Мы слишком за ними завязаны экономически. Поэтому задача заменить их, или изменить их сущность, или заменить их на вот эти террористические группы вторжения. Вот это главная технология. А это 10 миллионов человек, вообще-то говоря, внутри России. Подмосковье только 3 миллиона. Вот как бы технология, которую они запускают на базе идеологии. Сейчас они, как говорят, красивые слова. Говорят, мы будем побивать камнями женщин, но только по решению суда. Не так, как раньше. Да? Мы будем сейчас проводить, вот сегодня объявили раздельное обучение учеников, девочек и мальчиков, но при этом не говорят, что девочек учить не будем. Просто разделим, а школы с девочками как бы не откроем. Они об этом не говорят. Но хорошая пропаганда у них. До сих пор никто не знает, кто там начальник. Вот кто знает, кто там начальник? Говорят, что это афганское сопротивление. А почему тогда сегодня там в Афганистане возникли какие-то вопросы, которые надо было решать? И Карзай, переходное правительство, вместе вот с этим гражданином Америки, полетел почему-то в Доху. То есть начальство у них в Дохе, они ж Кабул уже взяли. Хорошо, Кабул еще нестабилен. Рядом Мазари-Шариф, Кундуз, там эти самые Джалабад, Шиндан, Герат, пожалуйста.